Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Продолжаем тему поселогий. Сегодня у нас поселогий исходного падежа. Первый поселок киин переводится после. Но слово киин употребляется не только как поселок, но и как наречие. Если оно употребляется как наречие, оно переводится потом. Например, кашан барасын, когда пойдешь, бестин киин, после 5. Здесь слово киин употребляется как поселок, поэтому числительному 5 добавляем окончание исходного падежа. Давайте посмотрим следующий пример. Кашан айтасын, когда скажешь. Киин айтам, потом скажу. Здесь слово киин употребляется как наречие, поэтому здесь окончание исходного падежа не добавляем. Вы, наверное, заметили, если слово киин употребляется как поселок, тогда определяющему слову добавляем окончание исходного падежа. Если оно употребляется как наречие, тогда оно стоит перед глаголом. Следующий поселок сом переводится после. Значит, поселоги киин и сом являются синонимами, то есть у них одинаковые значения. Например, кашан келесің, когда придешь. Жұмыстан сом, после работы. Можно сказать жұмыстан кейін, тоже после работы. На этом мы сегодняшний урок завершаем. А в следующий раз у нас будут другие поселоги исходного падежа. Поэтому подписывайтесь на канал, не пропускайте уроки и до следующей встречи.